но очень нравился сам язык, потому что заходишь в магазин, стоит небольшая очередь, и люди общаются. Я всегда заходила и заглядывала им в рот. Мне было до того интересно слушать рот, саму речь эту, их выражение, общение это. И они другой раз разозлятся и говорят: ну что стоишь, слушаешь? Я отойду потихоньку. А все равно мне эти так очень, знаете, такая речь певучая, выражения такие хлесткие, такие интересные. Мама моя начала вспоминать что-то, потому что она, когда была в детском доме, там, видно, был или детский дом еврейский, или что, но там язык этот она учила. Но прошло время, она потом его забыла. И вот от нее, она там, когда, она же там играла еще, там ставили постановки на еврейском языке, и она мне потом, спустя много лет, напела эти инсценировочки, я записала ноты, мы в детском саду с Софьей Яковлевной ставим эти сказки. Ну вот просто вот это то, что мама мне смогла передать. Я тогда еще не зная языка, просто она мне по буквам говорила, я записывала эти слова русскими буквами, еврейские слова. Вот так, потому что я ни читать, ни писать, к сожалению, не умею, так не научилась. Потому что мама когда-то читала и писала, но не было практики, она постепенно все это забыла. Когда мы сюда приехали, она пыталась газету читать, что-то переводила, хотела, но много было потеряно, много лет, перерыв большой был. Но вот от нее что-то передалось. И вот в детском саду мы начали восстанавливать вот эти все традиции. Знаете, просто как-то, или сначала потому, что мы были очень ответственными людьми, нам поручили, мы взялись за дело. А потом в это дело втянулись так, что уже без этого и никак. Очень-очень много собрали и материалы, всего сделали. Ну, пока работаем. Ну, у нас началась сначала кружковая работа, то есть никто никого никуда не загонял учиться, объявили, что будет кружковая работа. Желающие могут изучать идиш. Стал приходить преподаватель из второй школы, из еврейской. Она занималась 2 раза в неделю, только язык. У родителей появился интерес, что дети что-то начали. Во-первых, тогда очень много было еще и еврейских родителей, и детей. 93-й год. Их еще было очень много. Это был основной состав детей в саду. И потом этого оказалось мало, менялись преподаватели, другая потом приходила преподаватель. Потом к нам пришла очень хороший преподаватель Мария Петровна Горелик. Она уже в систему это все так возвела. Регулярные были занятия у нас языком. Она стала с нами проводить праздники еврейские, о которых мы ничего не знали, она нам все рассказывала. Она нам рассказала, что такое Рош ха-Шана, почему празднуют, какие там традиции. Ну, а мы это все уже детям доносили, а дети родителям. И тут получилась такая связь, что дети учили родителей. А родителям это очень нравилось. Родители с удовольствием. А когда пошло дальше дело, мы уже с Софьей Яковлевной составили программу, потому что поняли, что тут нужна особая система преподавания всех традиций. Была составлена программа, туда вошли разделы: музыкальное воспитание, чтение произведений, рисование, задеятельность, конструирование. Все с элементами вот этими еврейскими. Туда все это вводилось. К каждому празднику что-то делалось. И чтобы еще лучше все это закрепить, мы решили на помощь позвать родителей. Для этого организовали семейный клуб «Мишпаха», который у нас проходит ежемесячно, раз в месяц. На этом клубе наши дети учат родителей всем традициям. То есть сначала мы, допустим, праздник Рош ха-Шана, мы с детьми все это обговариваем, все это рассказываем, все это читаем, все это поем, танцуем. Со всех сторон подходим, потом мы собираем клуб, приходят родители, дети, мы составляем викторины, всякие ребусы, все что угодно, кроссворды. Дети задают, сначала рассказывают все родителям о празднике, а потом начинают их испытывать, задают им свои вопросы. И викторины родители с удовольствием отвечают. Где они не могут, дети им подсказывают. Они самые счастливые дети, потому что они уже выступают в роли учителей. Вот так вот передается традиция.